Рассказывает Орстхей Ц. Тайп Мержий. Сегодня большая путаница в отношении Тукхума Орстхей, то говорят это отдельный народ, то говорят, что Орстхей – это якобы вовсе Галгай, ингуши. В интернете на форумах разных много разного пишут. Иногда, откровенно говоря, читаешь и думаешь, какой же дурдом и ерунда. И со стула в обморок грохнуться недолго. Чего только там не пишут. Бывает, что и даже некоторые научные источники от историков тоже довольно далеки от правды. Начнем с простого. Во-первых, Орстхевцы, которые вместе с чеченцами долго сражались в долгой кровопролитной войне против царизма и царских войск, и которые после окончания этой войны большей своей частью вместе с такой же большой массой чеченцев были выселены в Турцию и прочие страны, до сих пор, находясь там, зовут себя чеченцами. Это ответ на то, кто такие Орстхей. Кстати, названия в войнах они вообще не применяют. Никакой суперзагадки того, кто такие Орстхей, нет. Орстхей были с глубоких времен самые что ни на есть коренные чеченцы. Орстхей — это чеченский Тукхум, Мержий, Цеечий, Галай, Бала и многие другие, кто составляет Тукхум Орстхей, тоже коренные чеченские тайпы этого Тукхума. Такие чеченские общества, как Акинцы Лам Айкки и Акинцы Ауховцеи, Нашхойцеи, Шатоевские Хака и Пхамтей, тоже когда-то составляли Тукхум Орстхей, являлись его полноценной частью. Само собой, конечно, есть и в Ингушетии Орстхей и их потомки, но Орстхей еще с древности всегда были самыми что ни на есть чеченцами. Спросите у любого Орстхеевца из Турции, называли ли вы себя когда-нибудь ингушами или галгай. Вас, скорее всего, даже не поймут. Орстхей были чеченцами, своеобразным самостоятельным чеченским подразделением чеченского народа. Они не были ингушами, но наоборот, они сыграли огромную роль в этногенезе ингушского народа, большой вклад, у ингушей большие связи с орстхеевцами, этого не отнять. Но орстхеевцы не называли себя ингушами, они называли себя новчи, Орстхей. Сегодня большая путаница уже идет. Орстхейцы из древности были чеченцами, немного самостоятельными, со своей индивидуальностью, но чеченцами. Да, собственно говоря, и сами ингуши образовались в самостоятельную народность, когда отделились от чеченцев. Это ни для кого не новость. Честно говоря, мне не нравится, что сегодня у нас напряженные отношения с ингушами. Раньше все было проще, дружнее, но это жизнь, сегодня уже многое не вернуть. Надеюсь, все же мы помиримся и придем к взаимопониманию. У чеченцев вообще всегда было много врагов, еще до сложных отношений с ингушами. Причем многие из них, которые даже напрямую с нами не враждовали, а делали пакости трусливо и из-под тишка. Иногда мне кажется, что скоро весь мир будет против нас. Но ничего, мы и с этим разберемся, если надо будет. Это нам не впервой. Не стоит сердить волков, так как они хищники. Это вроде должно быть очевидно. По поводу преданий, я не заявляю, что все, что я скажу, это правда, что слышал сам, то и могу рассказать. Насчет того, что Орстхей были неким воинским сообществом, есть такое, да. Про это слышал, но ровно таким же был и Тукхум Навчмахкахой. Я имею в виду, что Орстхей не были какими-то там суперкиборгами, как это сегодня пытаются часто преподнести. Есть предание, да, что Орстхей в очень давние годы были сообществом, которое занималось охраной чеченских земель. Туда входили многие чеченцы из разных тайпов. В основном желательно было, чтобы они были сильны и умели дать отпор в случае угрозы. А так входили в Орстхей разные. То, что там были якобы одни киборги, такое я не слышал. Скорее всего, это все сильно преувеличено. Они были воины, да, но как и все остальные общества чеченцев, то есть старались туда отбирать сильных и отчаянных, но в целом были разные там, сверхлюдьми Орстхей не были. Эти сказки уже надоело слушать, если честно. Каждый чеченский тайп или же Тукхум по-своему уникален, воинственен, своеобразен. Если я буду говорить, что Орстхей были самые крутые, так сказать, это будет нечестно и неправильно. Но были они воинственны, да, есть про это разговоры, но кто на Кавказе вообще не воинственен? Есть и предание, что Орстхей либо были первыми аланами, либо что они вступили в союз с аланами и потом сами так назывались, переняли их название. Кстати, я слышал, что в целом аланами называли всех вообще целиком чеченцев, и что даже сам центр аланской верхушки находился в Чечне. Слышал, да также, что порой Орстхей враждовали с ингушами, чеченцами,
Ну а кто в те древние времена жил спокойно? Но случались между селениями какие-то иногда стычки, другие чеченцы что ли всегда мирно жили. Ну были раньше и внутренние междоусобицы, и что теперь? У кого их не было, то много раньше и между собой и со всеми подряд, и чеченцы из Тукхума Малхии враждовали, и что теперь? Ну такой у нас народ горячий, а уж в древние времена то стычки селений были у многих народов, не только у чеченцев. Любой бытовой пустяк в то время мог разжечь конфликт одного села с другим. Ладно, не будем про это больше. Когда вторглись многочисленные войска монголов, Орстхой потерпели большие потери, они разошлись по разным горам, в разные стороны происходила миграция, нашествие монголов сильно сократило численность Орстхой, чеченцев в целом и других кавказских народов. После этого нашествия в упадок пришло все. Появился голод, Кавказ и его народы долго приходили в себя, а Орстхой уже не были той силой, какой были ранее. После этого нашествия такое понятие, что понимание Орстхой как воинской касты фактически исчезло. Про это тоже слышал. Я не хочу опубликовывать свое имя и фамилию. Я знаю, что сегодня многие Орстхой, которые считают себя отдельным народом и которые считают себя только ингушами, начнут ругаться на меня. Мне надоели эти споры. Мое мнение таково: Орстхой — это в прошлом воинская каста чеченцев, а сегодня чеченский Тукхум, естественно. Огромную по своим масштабам роль в этногенезе ингушей они тоже сыграли. Это мое мнение. Есть и предание, как я уже говорил, что в прошлом чеченская военная каста Орстхаевцев вступили в союз с ираноязычными аланами, как бы перемешались с ними в культурном плане, и так они образовались в отдельное племя со своим самосознанием. Все это было очень и очень давно. Знаю также, что часть Орстхаевцев проживали и в Аргунском ущелье и в Чеберлое. Акинцы да касаемо Акинцеев большое приняли участие в образовании Орстхой. Про это и преданий много, и трудов научных от историков. Из рассказа Орстхаевца Аэстайпа Мержей. Приведем источники про Орстхой. Чеченский историк Лема Цейн-Тароев пишет: историки не имеют общего мнения относительно этнической принадлежности карабулаков. Точнее, идет обычная борьба среди историков разных национальностей с целью приписать воинственное племя карабулаков Орстхой. До сих пор нет единого мнения в отношении этнической принадлежности карабулаков. Между тем, сами они, как и все чеченцы, связывают свое происхождение с местностью Нашха в Чечне. Более конкретно в своих преданиях карабулаки Арштхоевцы называют своей прародиной местность Лам-Айки или местность Балы-Лам и общество Балой, у озера Галанчош. У вайнахов, кроме каменной и письменной истории, была сильно развита устная история от старшего к младшему. Многие чеченцы помнят досконально родословные, как из своих, так и соседних родов, людей, основавших поселения, и другие события из прошлой истории чеченцев и ингушей. С балайцами связано много легенд у чеченцев. Они были непокорными людьми, которые воевали и с русским царем, и с имамом Шамилем, и со своими ближайшими соседями. Часто балайцы совершали молниеносные рейды на резиденции кабардинских, кумыкских, калмыцких и других князей. Заслуживает внимания сведения. У.Б. Далгат в труде «Героический эпос чеченцев и ингушей». По некоторым историческим сведениям, Орстхой карабулаки в период межродовых и межфамильных раздоров были наиболее воинственным и непокорным обществом, которое устрашало и подавляло слабые фамилии и роды, выселявшиеся с гор на плоскость. Родоплеменные общества Галанчожского района связаны кровно-родственными узами, при этом имея далеких, но общих им предков. В каждом обществе Галанчожа, как Галай, Нашхой, Айкха, Мелхист, Елхара и других, имелись стадионы для тренировок и военного обучения. Здесь занимались и пожилые старики, молодежь, а по особым дням и женщины. Военное обучение для предков чеченцев было обязательным и делом чести. Для боевых лошадей были специальные места и ипподромы, там все юноши должны были принимать участие в их тренировках. Именно с этими местами связывают свое происхождение коренные вайнахи народа Нахчой. Чеченцы были не только благородными рыцарями-воинами, но и прекрасными строителями. Их предки описаны щедрыми, гостеприимными людьми. Вайнахи отличались врожденными талантами ума, интеллигентностью, дипломатичностью, красноречием, открытым сердцем, готовые прийти на помощь любому человеку. Чеченцы жертвовали самым ценным – своей жизнью для нуждающегося в спасении.
Чеченцы занимают по праву достойное место среди всех народов нашей планеты. Источник Лема Цейентароев. Происхождение нахских племен чеченцев. 2007 год. Статья есть в интернете. Историк и путешественник по Кавказу М. А. Иванов писал: обилие остатков древних построек, могильников пирамид и могильных бугров в ущелье должно, несомненно, указывать на значительность населения страны в прошлом. Кто же здесь жил и куда девались эти аборигены? Собранные мною по этому вопросу сведения не дают ясного освещения прошлого, но тем не менее я считаю не бесполезным их привести. Насколько сохранилось в памяти стариков-туземцев, представляющих отпрыски господствовавшего в стране населения, здесь жили карабулаки. Буйный, беспокойный и очень храбрый был народ, говорят о них их западные соседи-ингуши, как известно, еще и в наше время не могущие назваться спокойным элементом. Имея большое родство по коренному языку с ингушами с одной стороны и с чеченцами с другой, карабулаки постоянно беспокоили своих соседей набегами, угоняли скот и уводили пленных, за которых и брали после выкупы. По существующим преданиям, в очень отдаленном прошлом в стране свирепствовала какая-то болезнь, от которой люди умирали во множестве. К этому времени относят постройку пирамид могильников. Заболевавшие или приходили сами, или были приносимы в эти ужасные помещения, располагались на помостах и дожидались смерти. Сюда же женщины приносили детей вместе с колыбелями. После этого мора немного уцелело буйных карабулаков. Наставшее позднее время газовато тоже унесло немало храбрецов, а после взятия края русскими, неуживчивые даже и со своими соседями карабулаки покинули страну и переселились в Турцию. Те же из них, которые не пожелали покинуть родину, рассеяны теперь среди чеченцев и ингушей в плоскостных аулах, и лишь немногие живут на пепелищах своих предков. Часть ушедших в Турцию карабулаков спустя некоторое время вернулась на родину и поселилась в горах Малой Кабарды, образовав аул Сагопш. Через 2 часа пути перед нами забелелись постройки главного пункта старшинства селения Мериджи. Нас встретил старшина Муса Алиев и радушно поздравил с приездом. После обычных приветствий он высказал свое удовольствие по поводу моего прибытия в их место и убедительно попросил погостить у него. Нас пригласили в Кунавскую, угостили чаем и закуской, после которой мы отправились по окрестностям. Чтобы попасть в ущелье Газган-Чум, надо предварительно спуститься на дно долины Мериджи, правый склон ее от селения идет большими уступами, вначале округлыми, по которым разбросаны небольшие кукурузные поля и огороды, ближе к речке становятся крутыми, обрывистыми. На одном из них одиноко стоит пирамидальный могильник. Прочная постройка почти нисколько не тронута временем и непогодами, на наружных стенах ее вполне сохранилась побелка. Каких-либо остатков в этом могильнике, однако, не сохранилось. Говорят, что все содержимое пирамиды было сожжено полчищами Шамиля, придавшими разрушению многие башни местного населения, за непокорность прославленному имаму. М. А. Иванов. Источник «Известия Кавказского отдела Русского географического общества». Том 17. 1904 год. Тифлис. Книга есть в интернете. Чеченский историк Ш. Б. Ахмадов в своей книге пишет: айккинцы делятся на лам-айккии, горные арана-айккии, равнинные, или карабулаки, от кумыкского слова «харабулак». Карабулаков на востоке Чечни и в Дагестане знают как ауховцеев. Айккинцеев, как и орстхайцеев, в древности называли балой. Орстхайцеи считают акинцеев своими предками. Духовным и политическим центром общества Айкха-Акха являлось село Айкха, расположенное на юго-восточном склоне горы Мордлом, на левом берегу реки Асухи. Источник книга Ахмадов Ш. Б. Чечня и Ингушетия в XVIII – начале XIX века. 2002 год. Сайт «Чеченское государство». Путь Ахмад Хаджи. Чеченская библиотека Пашкова Романа. Даргинский историк Уздият Башировна Далгат в своей книге пишет, по другому чеченскому преданию, некий Акинеце по имени Арштхоа, выселившись из своего общества горного Акинского общества и спустившись своим родом в Бамутское ущелье, основался у источников, называемых черными ключами по-кумыкски, Карабулак.
От населения, основанного здесь Арштхо, образовалось особое общество, называвшее себя Арштхой. Существовали раздоры не только между фамилиями, но и между родами, а кинцеи, от которых, по преданиям, произошли арштхойцеи, карабулаки, считались самым воинственным, непокорным народом. Вражда обществ и фамилий запечатлялась и в эпосе чеченцев и ингушей, где набеги и межродовые раздоры занимают определенное место. По некоторым историческим сведениям, Арстахой-Карабулаки в период межродовых и межфамильных раздоров были наиболее воинственным и непокорным обществом, которое устрашало и подавляло слабые фамилии и роды, выселявшиеся с гор на плоскость. В те далекие времена Орстхой-Карабулаки активно участвовали в поимке пленников и продаже их в Дагестане, в селении Эндере, бывшем на Северном Кавказе центром работорговли. Учитывая довольно сложные и противоречивые внутриплеменные и межплеменные отношения, имевшие место на Северном Кавказе в отдаленные времена, вполне вероятно предположить, что исторические Орстхой-Карабулаки могли запечатлеться в памяти народа как люди суровые и мужественные. Возможно, что синхронные рассказы о набегах и грабежах сильного воинственного племени Орстхаев-Карабулаков в ретроспективном восприятии народа смешались с древними эпическими образами. Тогда-то в процессе эпизоцеи Орстхайцеи могли внедриться в эпические сказания, превратившись в героическое богатырское племя. Источник, книга, У. Б. Далгат. Героический эпос чеченцев и ингушей. Сайт, Чеченское государство. Путь Ахмад Хаджи. Чеченская библиотека Пашкова романа. Немецкий подполковник Штедер состоял на российской военной службе. В 1781 году совершил экспедицию по Кавказу и написал дневник об этом. Он описывает в том числе Орстхайцеев-Карабулаков. Он писал: «Недалеко находился ровный берег. Я перешел туда и разведал противоположную местность, где в 20 верстах находилась земля карабулаков. Этот народ, формально друг и союзник чеченцев, вследствие частых угонов их скота сделался самым непримиримым их врагом. Постоянные тревога измотали их лучшие воины пали в защите их достояния, и почти ничего более не осталось от этого народа, кроме малолетних несмышленых детей. Они среднего телосложения, худощавые, крепкие, дикие и пылкие на вид, податливы на ласку и грабители по бедности и привычке. Они живут плохо, одеваются на татарский манер и питаются очень умеренно. Просяная лепешка или сыр, вареные в воде, иногда мясо, этим они утоляют свой голод. С провиантом на 6 недель и оружием они легко отправляются на охоту и в набеги в горы. Из-за их образа жизни и почти единственного стремления защищать себя, удерживать свою свободу, держатся они дикими, воинственными и отважно смелыми. Их маленькая долина недостаточна для земледелия, и вследствие этого все их помыслы направлены на грабеж. Безопасность общества обеспечивается у них так же, как и у других горских народов. Самая священная их добродетель – это гостеприимство, коноклык, как святая и неприкосновенная, однако у них допускается и кровная месть для поддержания вольности. Это порок, который считается самым безобразным во всех обществах, признающих закон. Зато зависть – это ужасное чувство у цивилизованных народов, им совершенно неизвестно. Все это имеет силу в большей или меньшей степени у их соседей, чеченцев, дихов и атигеров, с которыми они одного происхождения и говорят на одном и том же языке. Их конституция, поскольку каждый живет без закона, демократическая, ибо в случае всеобщей опасности они решают дело всенародным голосованием, в частных же делах используется кулачное право. В случае возникновения ссор между фамилиями народ принуждает их к мирному соглашению. Как и ингуши, они носят небольшой щит, 5-футовой длины копье, хорошее ружье и легкую саблю, не считая кинжала и ножа. Отражение удара щитом рассматривается у них как великое умение, и несколько бойцов не могут причинить одному из них никакого вреда. Древний арбалет вышел у них из употребления вследствие появления огнестрельного оружия, и теперь он остается у них лишь как забава для детей. Щит изготавливается из прочнейшей дубленой кожи. Без щита и короткой пики они не выходят из дома, и никого в деревне нельзя увидеть невооруженным. Когда они стоят или разговаривают друг с другом, то опираются на копья и держат свои щиты в левой руке. Я осмотрел их долину и насчитал в ней 11 башен, которые лежали разрушенными в некотором расстоянии от их жилищ. Они живут скотоводством и немного занимаются земледелием.
и их самое большое земляное сооружение находится в начале равнины, из-за страха перед нападениями оно лежит недостроенным. Сейчас они могут выставить в поле не более 700 полностью вооруженных воинов, хотя прежде были сильнее. Благоприятный климат обеспечивает им долголетие, но из-за раздоров они проживают только около четверти века, и сейчас их полному искоренению мешает только многоженство. Источник Штедер, Л. Дневник путешествия из пограничной крепости Моздок во внутренней местности Кавказа, предпринятого в 1781 году. Дневник есть в интернете. Историк Хасан Саичоев пишет, нарские сказания о героях-богатырях считаются общим достоянием культуры многих народов Северного Кавказа. Нарты – эпический псевдоним арстхойского народа, создавшего эпос и запечатлевшего в нем свое восприятие мира, общественные отношения, повседневный быт и духовные ценности на ранних этапах своей истории, известной науке как «эпоха военной демократии». В образах воинственных и благородных героев эпоса воплощены главные качества самого народа – его дух, его стремления и его чаяния. В нарт-арстхойском эпосе Вайнахов многое – мотивы, сюжеты, герои – совпадает с нарскими сказаниями других народов Северного Кавказа – абазинскими, абхазскими, адыгскими, карачаево-балкарскими, осетинскими. Но многое в нем является и оригинальным, неизвестным в других национальных версиях Нартиады. Одной из отличительных черт вайнахских сказаний является, например, то, что в них нарты – это эпический народ, который всегда отождествляется с орстхайцеами, карабулаками, одной из трех этнических общностей вайнахов, им же приписываются многие деяния эпических героев. Если брать в целом отношение к нарт-орстхайцеам в эпосе чеченцев и ингушей, то оно резко отрицательное. Нарт-орстхайцеи, как отмечали исследователи, в сказаниях вайнахов преимущественно представлено как воинственное и алчное племя, постоянно жаждущее борьбы в поисках славы и добычи. Но всячески воспеваются и идеализируются местные герои, мирные богатыри, как защитники родной земли, которые насмерть сражаются с нарт-орстхайцеами. Сказания об их подвигах и победах над нартами составляют четвертый цикл, являющийся одним из самых больших. Далее следует повествование о междоусобицах нарт-орстхайцеев. Небольшой цикл составляют сказания, в которых нарт-орстхайцеи выставлены простаками, которых легко одурачить. Это отражение того периода, когда горцы перестали бояться орстхайцеев, сильно ослабевших в бесконечных войнах и междоусобицах, и поэтому уже не представляли для вайнахов серьезной угрозы. Источник Хасан Саичоев. Нарт-арстхойский эпос вайнахов. Книга есть в интернете. Чеченский историк Индарби Бызов пишет, сохраняя большинство из черт своей культуры, аборигены, вайнахи, подвергавшиеся длительной иронизации и более сильных соседей, почти 700 лет начинают переходить от двуязычия, естественно возникающего в подобных условиях, к языку господствующего племени, сарматскому, аланскому. Амиан Марцелин писал, что аланы мало-помалу постоянными победами изнуряли соседние народы и распространяли на них название своей народности. С течением времени они приняли одно имя и теперь все вообще называются аланами. Дзурдзуки же, как показано, сохранили свое племенное название и в глазах своих соседей представлены самостоятельной этнической группой. К III веку процесс слияния на плоскости культур пришлого и местного кавказского населения завершился. Аланы оказали значительное воздействие на местное население равнин вайнахов, но сами растворились в его среде, передав, однако, аборигенам свой язык, более гибкий и легкий в изучении. Если это перевести на язык цифр, то в процентном соотношении на одного сармата, алана, приходилось 12 аборигенов-вайнахов. Взаимоотношения алан и горцев-вайнахов складывались неоднозначно. Чтобы проникнуть в горы, кочевникам необходимо было пройти густые лесные дебри, где у них не было опыта ведения войны, а кроме того, леса всегда пугали степняков. Пройдя леса, аланы вставали перед необходимостью штурмовать горные завалы и укрепления, продвигаться по ущельям под градом камней и искусственных обвалов, умело устраиваемых горцами. Неожиданные налеты и вылазки туземцев уносили новые и новые жизни. И весь этот риск ради ничтожной добычи, которую аланы могли забрать у горцев.
Нет никакого сомнения, что аланы делали попытки проникнуть в горы, но, видя нерентабельность таких походов, отказались от этой затеи, блокировав плоскость, так необходимую горцам в период их сезонных перегонов скота. Оставшиеся на предгорной равнине аборигены положили начало отдельному этническому образованию, получившему самоназвание Арштхой или Орстхей, жители равнин Аре-Йист-Хой. Согласно чеченским преданиям, Арштхой представляли из себя нечто вроде пограничной стражи, жившей на плоскости и охранявшей основные войнахские территории, расположенные в горах, вроде русского казачества. Горцы за подобные услуги расплачивались с ними процентами со скота, который пасли на равнине. По тем же преданиям, Арштхой со временем превратились из защитников в притеснителей войнахов. Они запрашивали высокую плату за выпас скота на равнине, совершали грабительские походы на своих соплеменников, похищали людей. В конечном счете, Арштхой и аланы стали союзниками и вместе блокировали горы. О распространении влияния алан на территорию плоскости и лесистых предгорий говорят археологические находки, обнаруженные там. Но влияние аланской культуры было далеко не односторонним, горцы-войнахи в свою очередь оказали мощное воздействие на пришельцев. В аланских катакомбных могильниках найдены многочисленные предметы ювелирного ремесла, связанные с деятельностью кавказских мастеров. Влияние горцев ощущается и в орнаментации предметов чисто аланского производства. Если на плоскости Чечни мирные отношения пришельцев с туземным населением сложились относительно быстро, то войнахи Ламарой, горцы, запертые в горах и лишенные необходимых им условий для хозяйственной деятельности, вынуждены были искать их в набегах на равнинной земли. Такие набеги, сопровождавшиеся угоном скота, разорением поселений и захватом пленников, держали местных жителей в постоянном страхе и напряжении. Так длиться долго не могло. Горцам нужны были плоскостные земли, а аланам нужен был мир для оседлого населения, снабжавшего их продуктами ремесла и земледелия и свободный, беспрепятственный проход через перевалы, ведущие в Закавказье. Мир был неизбежен, но, к сожалению, нам совершенно неизвестно, когда и на каких условиях он был заключен. Известно только то, что влияние аланской культуры ощущается даже в высокогорных районах Чечни. Правда, здесь оно едва заметно и представлено фрагментарно. К сказанному стоит привести косвенные факты из нарского эпоса, широко бытующего у всех народов Северного Кавказа. Внимательно изучив его, большинство исследователей пришло к определенному выводу, что у всех племен, среди которых зафиксировано бытование нарских сказаний, кабардинцы, осетины, карачаевцы, балкарцы, их герои, положительные персонажи. И только у чеченцев и ингушей нарты представлены как враги местного населения, грабившие и убивавшие мирных жителей, враги, с которыми вели борьбу местные герои. Довольно часто в нартиаде нартов называют не иначе, как нарт-Орстхей, нарт-Арштхой, подчеркивая тем самым связь Арштхойцеев с аланами. Такая географическая увязка нарского эпоса не случайна, она как раз совпадает с границами исторической Алании и ее антагониста, горцев-войнахов. К концу VII века на историческую арену Северного Кавказа как мощная военная сила выступает хазарский каганат. Родственные отношения между правящими династиями Алании и Хазарии препятствовали проникновению новых завоевателей в горные области, надежно прикрытые, как щитом, аланскими территориями. То есть верхушки и войска аланов и хазар заключили военный союз. Пограничным укреплением между аланами и хазарами была хазарская крепость на месте современных станиц Шелкозаводская и Шелковская. О мирных и дружественных отношениях войнахов и алан в X-XIII веках свидетельствуют близко, а порой по-соседски расположенные поселения, погребения и другие следы материальной культуры. Множество позднеаланских погребальных памятников тяготеют к предгорьям Чечни, особенно к устьям лесистых ущелий Мартан-Чу, Дуба-Юрт. Большое количество аланских поселений и городищ обнаружено на правобережье Терека и в долине Сунжи. Правящая верхушка алан приняла христианство, а в горах Карачаево-Черкесии возникли города с великолепными храмами, которые сохранились до наших дней. Правда, в 932 году хазарский царь Аоран победил алан и заставил их отречься от христианства. С конца XII века Алания вступает в полосу упадка, вызванного глубоко зашедшим процессом феодальной раздробленности.
Сколько селений, столько и вождей, писал современник тех лет, католический миссионер Юлиан, и ни один из них не имеет подчиненного отношения к другому. Там постоянно идет война вождя против вождя, села против села, человекоубийство у них не считается ни за что. Монгольский погром сильно подорвал силы Алании, но не сломил ее совершенно. Для полного покорения предгорий Северного Кавказа монголам потребовалось совершить еще несколько походов, первый из которых состоялся в 1238-1239 годах и длился более 10 месяцев. 1,5 месяца длилась осада Магаса, столицы Алании, несколько дней сам штурм городских стен. Монголы оставили от этого города только имя его и нашли много добычи. Они отдали приказание отрезать убитым людям правое ухо. Сосчитано было 27 тысяч ушей. Спасаясь от жестоких завоевателей, уцелевшее в боях и погромах население хлынуло в горы и без того достаточно густонаселенное. Не только аланы, но и кочевники-половцы, по сообщениям средневековых авторов, бежали в горные теснины. Жившие на равнине вайнахи-арштхойцеи, что и переводится, как жители равнин, разгромленные и разоренные более сильным врагом, вынуждены были искать убежище в верховьях рек Асса и Фортанга. Так закончилась история Алании и Алан. Язык их, став господствующим на территории Осетии, сам претерпел изменения. Остатки Алан смешались с горцами и утратили не только свое имя, но даже самосознание. Осетины же до периода научных работ по языку Алан никак не ассоциировали себя ни с аланами, ни с самой Аланией, считая себя народом исключительно горского происхождения. Итак, аланы первоначально были кочевым и ираноязычным народом, а попав в окружение горцев-вайнахов, смешались с ними. Сохранив свой язык, аланы перестали быть народом иранского происхождения, и где-то с 1 века нашей эры об аланах можно говорить как о народе с вайнахскими корнями. Источник: Индарби Бызов Аланы, кто они? Статья есть в интернете. Научный арстхойский сайт сообщает, жил на северной стороне Кавказа Нарт Орстха Сиска Солса. Когда-то у предков современных Орстха имелась традиция титуловать его как Айла Орстха, князь Орстха. Солса был знаменит как могучий витязь, водитель воев и справедливый правитель. Отличался большой силой, неуемной энергией и подвижностью. Ему была свойственна кипучая деятельность. Он владел горными территориями двух областей, центральной и западной, вайнахского расселения, последовательно протянувшихся с востока на запад от реки Аргуна и по левобережью верхнего течения реки Терека включительно. Северная граница этого владения проходила местами по вершинам Черных гор. В указанных пределах и ныне встречаются названия местных природных и рукотворных объектов и предметов, связанных с именем Сиска Солсы. По рассказам сказателей, наших предков он уроженец аула Саниба, а жительствовали князь и люди его дружины в аулах Балта и Че, и. Все 3 населенных пункта теперь на территории Северной Осетии. Арстхойские князья, владетели равнинных территорий, считались Сиска Солсой, считая его первым среди равных. Сказания однозначно повествуют, что Сиска Солса происходил из Нарт Орстхой, а в некоторых из них сказано «был сильно гордый». Нарт Орстхой были прирожденными воинами знатного происхождения, физически сильные и прекрасно владеющие ремеслом войны. Они были гордыми и непреклонными перед трудностями, лишениями и опасностями, соблюдали свой кодекс чести и свои моральные установки. Гордый человек, как никто другой, нуждается в самоуважении и для его обретения прилагает предельное усердие во всех делах. Он старается его заслужить, в первую очередь, перед самим собой даже ценой своей жизни. Для гарантированного сохранения самоуважения на всю свою жизнь большинство из Нарт Орстхой мечтали достойно погибнуть в бою с оружием в руках. Они только это считали счастьем в земной жизни. Негатив, преднамеренно приписываемый более века ингушскими и чеченскими писателями в кооперативе с собирателями и выдумщиками сказаний в угоду политикам Корстхой, Нарт Орстхой, Карабулакам, не имеет никакой исторической эпической основы. На наш же взгляд, негатив в эпосе основан на реальных событиях. Это был вероятнее всего древний период междоусобиц, противостояние родов, что было на Кавказе в древности в любом народе не редкостью, хотя, конечно, в общекавказских преданиях не новость, что любой кавказский народ как и внутри себя, так и во взаимоотношениях с соседними кавказскими народами всегда стремился к единению.
Однако в древний период конфликты и противостояния, порой и кровавые, случались как внутри любого кавказского народа, так и в целом в противостоянии кавказских народов. Про это, конечно, не всегда хочется думать, но что было, то было. Далее научный Орстхойский сайт сообщает. В начале 70-х годов прошлого века при сборе полевого материала в восточных и южных районах Чечни видный историк-ученый-этнограф Н. Г. Волкова записала: легендарные орстхойцы были настолько реальным народом, что рассказчик связывал с ними ряд сравнительно недавних событий. Волкова Н. Г. Этнонимы и племенные названия Северного Кавказа. В Средневековье и позже на век-полтора Орстхой, карабулаки в вайнахской среде и у ряда других племен Северного Кавказа составляли военную аристократию, из них же состояло и все войско, малые и большие дружины. Остальные сословия в период войны выставляли ополчение. Источник – сайт ceechey.rf, Нарт, Орстха, князь Сиска-Солса. Историк Ахмадов Явуз Зайндиевич пишет: гора Балай-Лам, прародина голанчожских фамилий Цеечей, Мержей, Галай, Айкха, Нашаха и Илхарай. Источник Ахмадов Явуз Зайндиевич. Историческая география и политическая карта Чечни. Очерк исторической географии и этнополитического развития Чечни в XVI-XVIII веках. Историк Волкова Н. Г. пишет: на карте 1733 года по реке Фортанге, названной рекой Балсу, обозначено 100 деревень. То, что население по реке Балсу было карабулакским, подтверждается свидетельством Гюльденштета. Черкесы, пишет он, называют карабулакскую реку Балсу. Вероятно, именно с последней связано известное среди части ичкеринцеев название Орстхойцеев-Балай, а также встречающееся в документах XVIII века имя Балсурцей. Карабулаки, как сообщает Гюльденштет, имели в своем владении 6 речек, притоков Асы, Фортанги и Сунжи. В числе этих 6 речек автор упоминает реку Балсу, которая таким образом, по свидетельству Гюльденштета, была притоком реки Фортанги. В 1781 году у карабулаков побывал Штедер. По описанию этого автора, проехавшего по реке Фортанге, у Штедера второе название этой реки – Балсу. Карабулакские фамильные поселения располагались разбросанно в долине этой реки. Карабулаки жили в башнях, немного занимались скотоводством, разводили в большом количестве коноплю, а также маис и табак. По сведениям Ахвардова, карабулаки занимали некоторые территории, сравнительно близкие к верховьям реки Сунжи. Автор отмечает систематическое уменьшение численности этого народа, происходившее в результате войн с соседними народами и переселения части карабулакских фамилий, отдавшихся в покровительство чеченским фамилиям. Характеризуя карабулаков, неизвестный автор этого описания пишет: смелы в защиту могут выставить 500 конных и 1000 пеших. Источник Н. Г. Волкова. Этнический состав населения Северного Кавказа в XVIII, начале XX века. Историки В. Б. Виноградов, С. Ц. Умаров пишут: равнинных акинцеев, как и близкородственных им соседей, получивших впоследствии у кумыков и русских ими карабулаков, горцы-вайнахи называли Эрштхой, что значит степняки, или живущие на равнине. Акинцы Эрштхой не порывали связей с лам-акинцеями, осознавая свое племенное единство с ними. Связи между горными и плоскостными группами вайнахов были необходимы как для хозяйственных, так и для военно-политических нужд. Плоскостные акинцы, выступая на арене истории как часть аланского раннегосударственного образования, были довольно могущественны. Они, по-видимому, контролировали не только часть предгорных равнин, но и зону Черных гор с их лесами и выходами на плоскость. Источник В. Б. Виноградов, С. Ц. Умаров. О некоторых ранних вайнахских этнонимах. Книги есть в интернете. Историк Тесаев З.А. пишет: в данной работе проводится анализ ичкерийского цикла чеченского нарского эпоса с выявлением в нем исторических сведений в свете археологических данных и их сопоставление с социально-политической картиной исследуемого периода. Прежде всего рассматривается период антифеодального движения в горах в разгар феодальной раздробленности Алании во второй половине XII века на примере противостояния горцев Дзурзукетии и военно-феодальной касты Аланского царства, так называемого аланского сословия Ахсартак или Нарт-Орстха. Орстхой не являлись генетически монолитным образованием. Подобно В. Абаеву, отождествляя нартов и Орстхой,
И Саидов писал, что некоторые нарт-орстхаевцы были ичкерийского происхождения. По утверждению Ф. Х. Гутнова, к началу X века военная аристократия Алан захватила ведущие позиции в аланском раннеклассовом обществе. Из его высшего слоя богатаров происходил царский род Алан Ахсартаговых. Ахсартаговы, как мы выяснили, были и по-прежнему отождествляются с нарт-орстхайцами, то есть кастой Орстхай. Эта же фамилия представляла собой царский род Алан. Источник Сисаев З. А. Антифеодальная борьба чеченцев в период раздробленности аланского государства. Статья есть в интернете. Иоганн Бларамберг, генерал-лейтенант, военный историк, в своей книге пишет: это племя занимает оба берега в низовьях Асы, Даут-Мартана, и пастбища их простираются до Валерика. На западе они граничат с территорией Ингушетии, на востоке – с Чечней, на юге – с Галашевцами, на севере границы земель этого племени проходят по правому берегу Сунжи. В татарском языке Карабулак или Карабулах означает «черный источник». Чеченцы называют их Ариштой, ингуши, Арште, таково же и их самоназвание. По преданиям, которые существуют среди горских народов, карабулахи образовали в древние времена воинственное и очень сильное племя, которое соседние народы уважали за его храбрость и мудрое самоуправление. У них было много скота и различной полеводческой продукции, и они могли бы жить мирно и счастливо. Но карабулахи, невзирая на эти преимущества, начинают притеснять и угнетать своих соседей, чем вызывают всеобщую ненависть. Все окружающие их племена вооружились и почти уничтожили всех карабулахов, которые с этого времени стали в подчинении у чеченцев. Карабулахи занимаются полеводством, скотоводством и пчеловодством, последним особенно пристрастны и в больших количествах. Они обменивают мед и воск на то, что им необходимо. Они также выращивают коноплю и табак, но в небольшом количестве. У них нет князей, но есть старейшины, которым они, впрочем, не очень-то и подчиняются. Карабулахи среднего роста, худощавые, но сильные и воинственные, склонны к разбою. Привыкшие к кочевой жизни, они умеют терпеливо переносить трудности. Источник книга Иоганн Бларамберг. Историческое, топографическое, статистическое, этнографическое и военное описание Кавказа. Историк Броневский С.М. пишет: карабулаки. Суть небольшое колено, живут у истоков Сунжи по сунжинским рекам Шангир, Асая и Фартам, граничат на западе с ингушами, на востоке с чеченцами. Они имеют в своем владении 6 речек, впадающих в Шангир и Фартам или прямо в Сунжу. По преданиям, существующим между горскими народами, карабулаки в древние времена составляли сильное воинское колено, которое было уважаемо от соседей как за храбрые дела, так и за соблюдаемую в общежитии справедливость. Они были богаты скотом и от произведений земли получали пропитание. Оставалось им наслаждаться изобилием и покоем. Но, возгордясь сими преимуществами, карабулаки попустились на обиды и насильство, возжигали повсюду вражду и, наконец, обратили против себя всех соседей, которые, ополчась на них соединенными силами, истребили сей буйственный народ до основания. Остатки карабулаков, в числе 200 семей, находятся в зависимости от чеченцев. Карабулаки имеют своих старшин и говорят кистинским языком, подходящим к чеченскому наречию. Они во весь год почти кочуют со скотом, не имея постоянных селений, и мало занимаются хлебопашеством. Источник книга Броневский С.М. Новейшие известия о Кавказе. Ингушский историк М. Г. Сеароева пишет: нарт-архустхой, равнинные нарты-воины. В ингушских легендах Архустхой часто ассоциируются с аки-карабулаками, одним из самых воинственных племен. По преданию, они были очень сильным и воинственным племенем, их уважали соседние племена за смелость и справедливость. Но, возгордившись своим привилегированным положением, карабулаки начали притеснять своих соседей и ссориться с ними. Возмущенные соседние племена объединились и усмирили их. Нарт-архустхой имеют ярко выраженный характер яростных дебоширов. Источник М. Г. Сеароева. Об ингушских полубожествах-нартах. Книги есть в интернете. Научный арстхойский сайт, в опубликованном там же научном арстхойском журнале, сообщает: согласно полевым материалам, во второй половине XVIII века представителями общества Мержей были заложены населенные пункты Бамут, Абарк-Юрт, Яндаре, Сурхо и другие.
Шли интеграционные процессы с царской Россией, пытавшейся надолго закрепиться на Кавказе, и судя по тому, как горцы непринужденно шли на контакт, можно полагать, что их никак не раздражало присутствие на их земле более сильной стороны. Появление же Ермолова в 1816 году, под юрисдикцию которого был передан весь Кавказ, внесло в дальнейшем свои негативные коррективы в жизнь горцев. Его жестокость и ненависть к горцам не заставили себя ждать долго, особенно в отношении представителей орстхойских обществ, которые обосновались и жили в районе Притеречи задолго до появления Ермолова на Кавказе. Джон Бадели в книге «Завоевание Кавказа русскими» пишет: «Ермолов писал императору: когда крепости будут готовы, я предложу негодяям, живущими между Тереком и Сунжей и называющими себя мирными, определенные правила жизни и некоторые обязательства, которые дадут им ясно понять, что они являются подданными вашего величества, а не союзниками, как бы им мечталось. Если они подчинятся, как и должны, я выделю им необходимое количество земли, а остальное разделю между казаками и каранагайцами. Если же нет, то предложу им уйти и присоединиться к своим сородичам-грабителям, от которых они отличаются лишь названием. В этом случае вся земля будет в нашем распоряжении». Жестокость и ненависть, посеянные Ермоловым среди горцев, продолжали давать свои плоды и после его ухода с Кавказа, напрочь вычеркивая из памяти народов все то положительное в отношениях с Россией, которое складывалось с момента ее появления в регионе. Так, например, генерал-майор царской российской армии, а позже и дивизионный генерал армии Османской империи Муса Кондухов в своих мемуарах дает ясное представление положения дел в Малой равнинной Чечне. Пояснение: в то время Орстхай рассматривали в составе Малой Чечни. Начальник края и командующий войсками в Чечне генерал-майор Пуло, отыскивая случай к достижению чинов, наград и материальных выгод, беспрестанно доносил генералу Грабе о тревожном состоянии веренного ему края и, основываясь на приказании царя, выпросил себе разрешение действовать на чеченцев страхом. В таких видах он в 1838 году зимою начал ходить с отрядами по аулам мирных чеченцев, под предлогом ловить там непокорных тавлинцеев, будто бы в аулах их скрывавшихся. На ночлег солдат и казаков расставляли по домам чеченцев и, отыскивая небывалого тавлинцеа, забирали все, что понравится солдату и казаку. На жалобы, на слезы женщин и детей Пуло смотрел со зверским равнодушием и, гордясь своими позорными делами, называл жалобы чеченцев клеветой. Здесь чеченцы, потеряв всякое человеческое терпение более сносить невыносимые тяжкие меры, согласились подчиниться людям, давно желавшим войны с русскими, и поклялись с открытием ранней весны воевать против тирана до последней капли крови. Здесь имеется в виду, что генерал-майор Пуло ради материальных и прочих наград за службу обманом терзал мирных чеченцев, так как скрывавшихся непокорных хищных обреков, видимо, ловить опасался и было трудно. Но тем же делом говорил, что у мирных якобы скрываются непокорные, затем это все так довело всех чеченцев, что и более-менее спокойные, разозленные всем этим беспределом, решили взять оружие и пойти войной на царский гнет. Далее научный орстхойский журнал сообщает: из всего вышеизложенного мы видим, что все складывается так, словно в хорошо отрепетированном спектакле. С одной стороны, притесняемые царскими генералами, а с другой стороны, приглашаемый в свой мамат Шамилем, который заверял, что он дал присягу Аль-Корану воевать с неверными русскими до тех пор, пока не будет снята с плеч его голова. Конечно же, Орстхай выбрали вторую сторону. Произошло то, что было позже названо сражением на реке Валерик. Во время всеобщей мобилизации районы Гехи, Арштхой и Нашха могли выставить лишь до 3000 вооруженных ополченцев. В большинстве своем это были люди, вынужденные отрываться от сахи, тягловое ручное пахотное орудие для обработки почвы в лесной зоне, на время внешней опасности. Умелых и хорошо вооруженных воинов насчитывалось лишь 300-500 человек. Жаркие схватки возникали над телами убитых горцев, десятки родственников и друзей иногда погибали на штыках солдат, пытаясь вынести тело с поля боя. Яростно сражавшиеся горцы стояли насмерть, давая возможность семьям уйти в горы. Сражение, ни на минуту не затухавшее в течение 2 с лишним часов, кончилось так же внезапно, как и началось. Конечно же, мы можем знать только то, что описали очевидцы, а потом и историки о тех бесчеловечных, по сути, не имеющих аналогов по своей жестокости карательных операциях против целого народа, положивших начало рассеиванию, а в последующем и упразднению орстхайцеев как этнос.
В том же году все орстхойские плоскостные села были уничтожены, а народ был вынужден выйти на тропу бесконечной кровопролитной войны. А спустя 19 лет Орстхей, как и весь мир, узнали, что так называемый лидер освободительного движения Шамиль 25 августа 1859 года сдался в почетный плен. При этом, как известно, голова его была на плечах целая и невредимая. Мурат Муртузович Базоркин в своей исторической документальной повести «Дорога заговора и крови» в 1965 году была запрещена к печати. Пишет, царская армия в 1864-65 годах приступила к одному из завершающих этапов своей колониальной политики – удалению с Кавказа наиболее непокорной части горцев Чечено-Ингушетии. Дело в том, что этот элемент из всех вейнахских племен, особенно орштхойский, оставался помехой в деле окончательного удушения аборигенов завоеванного царизмом края. Таковы были экономические, политические и стратегические причины, побудившие царское правительство прибегнуть к новой мере – выселению с гор Кавказа вейнахов. Причиной, побудившей горцев уходить с родины, была националистическая основа, под которой скрывались политические и экономические стремления. Народы не знали, как освободиться от иноземного царского гнета и надеялись получить за границей какое-то право на независимое существование. Под угрозой обычных тогда военно-карательных репрессий, экономического кризиса, малоземелья и панисламских иллюзий, рисуемых царской агентурой, вейнахи, точнее, большинство орштхойского племени, вынуждены были искать спасения в далекой султанской Турции, куда их принимали по признакам общности верования. Из Чечни и Ингушетии в 1865 году выселили более 5000 семей аборигенов. К радости завоевателей, свободолюбивые народы сами уходили с фронта и без боя. Царизм ликовал легкостью административно-политической победы над активным элементом Восточного Кавказа. Источник, сайт, Межрегиональное общественное движение историко-культурного наследия Орстхей ЦФ, журнал Мериджи. Историк Белевич К. пишет, труднодоступное убежище хищных карабулаков, куда из ближайших покорных и непокорных нам обществ постоянно стекались все беглые абреки, имеет вид дугообразной полосы из второстепенных кряжей гор и глубоких между ними теснин. С тех пор до падения власти Шамиля протекло 19 лет, и только в течение этого времени лесистая плоскость Чечни была нами до предгорий от непокорных очищена, а их аулы уничтожены в прах. На местах их теперь растет высокий бурьян, и вблизи безмолвствуют обширные кладбища с бесчисленным множеством шестов и прикрепленных к ним разноцветных лоскутков на могилах убитых джигитов. Но куда исчезло отсюда, по-видимому, густое население самого воинственного племени на Кавказе? Пала ли большая половина его с оружием в руках, или она, во время беспримерно упорной борьбы, переселилась в другие места? На первую половину последнего вопроса можно отвечать положительно. Потому что с 40-х годов в Чечне, в особенности в Малой, ежегодно разыгрывались кровавые драмы, давшие обильный сбор человеческих костей. Источник, Белевич К. Вспоминания о слепце Ове Ипасеке. Военные рассказы. Дневник есть в интернете. Историк И.Л. Бабич пишет, к 1850 году карабулаки вошли в состав России, но при этом отказывались платить России подати, которые выплачивали другие народы Северного Кавказа после принятия ими покорности. В результате их содержали на государственные деньги. Карабулакский участок включал в себя 1500 семейств карабулаков. Производимые ими грабежи и убийства вызывали необходимость содержать в казачьих станицах регулярные войска на усиленном довольстве. Требовалось иметь управление собственно участком, канцелярию, охрану, штрафы участкового начальника и других работников. Все это обходилось правительству, как отмечено в архивном деле, в 19 тысяч рублей. Русские власти вычислили, что каждая карабулакская семья стоила российской казне 12 рублей в год. С точки зрения российской администрации дешевле было выселить карабулаков, чем содержать. Как удалось так быстро уговорить карабулаков? У нас нет об этом сведений. Известно лишь одно, что в это время стали широко распространять слухи, что карабулаков-мусульман будут насильно христианизировать.
В результате переселения в 1865 году удалось избавиться от самой беспокойной части населения, в том числе и карабулаков, слывших за отъявленных разбойников, нападавших постоянно на второй Владикавказский полк, одного из главных карабулакских абреков, наиболее яро боровшихся против России, Астемира, отправили в Турцию с первой же партией. Любопытно, что в 1830-1840-е годы часто чеченские отряды, воюющие против России, возглавляли карабулакские харизматические лидеры. Повторим фразу военных: много доблести и масса денег потрачены на обуздание и усмирение карабулакского племени, хотя и малочисленного, но по географическому положению своему и крайне хищническому складу, представлявшего огромные затруднения на каждом шагу. Эмиграция одного из народов Северного Кавказа, карабулаков, может рассматриваться в контексте российской политики в регионе как принудительно-добровольная. Этот же характер механизма переселения был свойственен и другим народам Северного Кавказа. Но были и отличия: если другие народы региона были выселены лишь частично, то карабулаки – почти полностью. В результате произошло исчезновение одного из народов с этнической карты региона. Такая же участь постигла некоторые народы западных адыгов, например, убыхов. Источник И.Л. Бабич. Переселение карабулаков в Османскую империю в контексте российской политики на Северном Кавказе. Статья есть в интернете. Чеченские историки Нухажиев и Умхаев пишут вопрос о том, представители каких нахчийских обществ относятся к современному чеченскому народу, а какие к ингушскому, не совсем корректен, так как на самом деле, по существу, мы имеем дело с одним расчлененным на две части народом. Идентификация своей личности с чеченским или ингушским народом – это, так сказать, неотъемлемое и суверенное право каждого представителя нахчийского, вайнахского народа, и он может воспользоваться им по своему собственному усмотрению. И никто не вправе упрекнуть его за это. Поэтому представитель любого нахчийского общества, как крайне восточного, так и крайне западного, который относит себя к чеченскому народу, является чеченцем, а тот, кто относит себя к ингушскому народу, ингушом. В свою очередь, оба эти народа объединяет их нахчийское, вайнахское происхождение. Был единый нахчийский этномассив, называемый чеченским. Несомненным фактом является то, что акинцы, орстхайцы и малхи являются основными тукхумами чеченского народа. Основная часть акинцеев и орстхайцеев, одно из первых выселившаяся из Нашха и занявшая предгорную и плоскостную территорию, находящуюся на восточной, Аух и западной, Арстах, границе Чечни, в настоящее время идентифицируют себя чеченцами. Акинцы Республики Дагестан, акинцы-ауховцы и, самим своим самоназванием, чеченцы-акинцы, подчеркивают свою национальную принадлежность. Неотъемлемой частью чеченского народа являются и орстхай, проживающие практически во всех районах современной Чеченской Республики. Что же касается части орстхайцеев, еще с царских времен живущей в административных границах современной Ингушетии, то она вынуждена была записываться ингушами, чтобы не подвергаться различной дискриминации, противопоставляя себя титульному народу. В своей работе «Топонимия Чечни» известный чеченский этнограф Ахмад Сулейманов отмечает: Эрстхай, Орстхай, чеченское общество, обитало в бассейне реки Эсхи, Аесхи и Фарта-Марта. Исследователь П. Г. Будков пишет, что в 1763 году карабулаки – одноплеменцы и чеченцев и от них независимо управляющиеся. Древность Тукхума Арштхой подтверждается не только особенностями речи арштхоевцев, но и массой народных преданий. В частности, чеченский фольклор связывает арштхоевцев с мифическими нартами, которых так и называют нарт-орстхай. Предания самих арштхоевцев связывают их происхождение с областью Нашх, а более конкретно с горой Балы-Лам или Лам-Айкха. Вообще надо добавить, что исходя из знаний чеченского историка Руслана Арсанукаева, орстхайцы формировались и от нашхоевцев, и от горных акинцеев, и так далее, поэтому разные представители орстхаевцев могут указывать на разные предания о происхождении, поэтому бывает путаница, которая заставляет порой нервничать и анализировать глубже. Далее историки пишут: данное предание подтверждается и тем, что сам арштхоевский говор относится к галанчожскому диалекту чеченского языка. Орстхайцы имели самые тесные торгово-экономические связи как с родственными чеченцами и ингушами, так и кабардинцами, кумыками и казаками.
Установлению торговых и политических связей карабулаков с соседними народами способствовало наличие соляных источников в местности Датых. Соль покупали у карабулаков все соседственные чеченцы и часть ингушей. В результате выселения арштхоевцев в Турцию стало выселяться большое количество жителей Тукхума Малхи и общества Майсты. Майсты – один из чеченских тайпов. К сведению тех, кто сегодня старается представить арштхоевцев как ингушей с глубокой древности, никто из тех, кто выселился тогда в Турцию, не считал себя ингушом, но все причисляли себя к чеченцам. Большинство источников, в том числе зарубежные и российские, называют орстхойцев частью чеченского народа. Небольшая часть представляет их отдельным народом, и лишь отдельные источники, в основном ингушские, относят их к ингушам. Наоборот, арштхоевцы сыграли важную роль в формировании ингушского народа еще на ранней стадии этого процесса. В частности, арштхоевцы приняли участие в заселении Нахамиджи Ирахского ущелья. Этот факт получил отражение в некоторых преданиях. Например, ингушская фамилия Цейцкиевых, по преданию, происходит от арштхоевцев, которые основали селение Армхи. Селение было истреблено кабардинцами, а из всех жителей уцелел только один мальчик, который выжил, несмотря на 9 ран, полученных им, за живучесть ему дали имя Цейцека. Неполитизированный объективный взгляд на вещи однозначно показывает, что все нахчийские вайнахские общества Северного Кавказа, в том числе и орстхойцей, являются составными частями одного и того же народа. Историк Далхан Хажаев подчеркивает, что многие дореволюционные авторы отмечали большую близость карабулаков к чеченцам, выделяя карабулаков, балсурцеев, в отдельное племя или включая в чеченское племя. К примеру, Будков П. называл карабулаков одноплеменцами чеченцев, Гюльденштедт и А. писал, что карабулаки говорят по-кистински, чеченским или мизджекским наречием. Об этом же писал Рейникс Я, Браневский С. М. Виденбаум Е. Г. и ряд других исследователей, Ашаев Х. и Саидов И. Считали, что после каждого ослабления карабулаков их состав пополнялся чеченцами. Собственно, к чеченцам карабулаков относили также Розен Р. Ф. Зубов П. Бержеа П. Дубровин Н. Ф. Лауде Фу и другие, а известный исследователь кавказских языков П. К. Услар был убежденным сторонником того, что все племена от Дариала до Аксаи говорят на чеченском наречии. Многие авторы, писавшие до 1917 года, подчеркивали этническое единство карабулаков с остальными чеченскими племенами. Так Нардинстам сообщал, карабулаки же, ауховцы и качкалыковцы говорят наречиями чеченского языка. Барон Ф. Розен считал, что чеченцы разделяются на общество под именем собственно чеченцев или мечегизов, качкалыков, мечиковцев, ауховцев и карабулак. В свою очередь, энциклопедическое издание «Народы Кавказа» сообщает, особенно значительная группа чеченского племени обитала на реке Карабулак. Кумыки их называли карабулаками. Вместе с тем, известный исследователь Н. Г. Волкова отмечает, восточными соседями ингушей были карабулаки и горные акинцы, две локальные группы вайнахов, имеющие особые самоназвания, орстхойяки, и некоторые диалектные особенности в языке. Обе группы не только занимают промежуточное положение между чеченцами и ингушами по своему географическому местоположению, но и в сознании коренного населения представляют особые типы вайнахов, не причисляемые последними ни к чеченцам, ни к ингушам. В связи с вышесказанным следует отметить, что особыми, не входящими ни в какой народ, считали себя и представители других обществ Чечни. Например, Нахчмахкахой, Шотой, Малхи, Чеберлой и ряд других крупных нахчийских фратрий, составляющих основу чеченского народа. Если говорить о народных представлениях, то еще в 60-х годах 20 века среди ингушей была довольно широко распространена точка зрения, что Арштхой – это реальный народ, родственный акинцеам и малхистинцеам, но не галгаевцеам. Ингуши также сближали горных айкки с чеченцами, причем в качестве акинских областей воспринимались не только Илхарой, но и Майста и Малхиста. Арстхойское наречие, как и все наречия чеченского языка, мало изучено.
Одним из исследователей этого наречия является доктор филологических наук Авхадов М.Р. Он на основе полевых научных материалов классифицировал язык Орстхойцеев как орстхойский говор галанчожского диалекта чеченского языка. В лексике орстхойского говора проявляются особенности чеченского и ингушского языков, которые свойственны всему галанчожскому диалекту. Это объясняется тем, что на границах между отдельными диалектными зонами возникают области смешанных диалектов или так называемые зоны вибраций. Таковым пограничным диалектом является галанчожский диалект чеченского языка. Как утверждает Муса Авхадов, орстхойское наречие ближе к современному чеченскому языку, чем к ингушскому. По мнению Я. Ахмадова, Орстхойский союз играл значительную роль в истории не только Среднегорной, но и всей западной части Горной Чечни. По рассказам сказителя Ганыжа, 60-летний сказитель из селения Фалхан, некогда жили три брата – Га, Орштха, Арштхо и Нахчо, от которых произошли все галгайцы, Орстхайцы и Нохчи. В представлении ингушей указанные три брата прибыли в горы с востока, то есть из Чечни, и поселились в месте Галга, и отсюда уже расселялись по всей чеченской и ингушской земле. Орстхаи поселились в Датихском ущелье, Га остался жить в Галге и дал стране свое имя. Нахчо отправился в Нахчи, то есть в Чечню, Арштхои начали расселяться по ущелью реки Асса и образовали много селений по ее течению до самого Аки-Юрта на плоскости. Там их стали называть русские и кумыки карабулаками. Источник Нухажев Н.С. Умхаев-Ха. С. В поисках национальной идентичности. Из данной работы, основанной на массе фактов от известных историков и в том числе преданий, можно заключить, что Орстхай – это чеченское этническое общество, которое в том числе приняло большое участие в формировании ингушского народа. Книга есть в интернете. Вот такая, если говоря вкратце, сложная и воинственная история чеченского Тукхума, Орстхай, Арштхой, Эрстхай, Балой.